Живительная сила родников, нежное объятие моря и мощь океана. Вода. Она всегда разная, но суть ее одна. Ведь и человек – это 70% вода. Мы постоянно ее потребляем. Пьем, моемся, стираем. Еще, скажем, вырабатываем электроэнергию и используем для производства самых разных материалов и вещей. Мы берем ее из природы и редко задумываемся, откуда эта вода и насколько ее хватит. Добро пожаловать в путешествие по водному миру Коми. Со школьной скамьи известно, вода – единственное химическое соединение, которое существует в природе в виде жидкости, твердого вещества, то есть льда, и в виде газа, то есть пара. Вот такая она, загадочная дама. Всем хорошо известно, что вода при нормальных условиях – жидкость, без цвета и запаха. Всего на нашей планете 1,5 миллиарда кубических километров воды. Это океаны, моря, реки, озера, болота и водохранилища. Плюс подземные воды, ледники и снежный покров. Гидросфера, именно так по-научному именуют эту глобальную открытую систему, занимает 75% поверхности земного шара. Впрочем, 96% всех запасов приходится на долю мирового океана. Так что для нужд человека воды остается на самом деле не так уж много. А без воды вообще можно прожить? А вы как сами думаете? Можно без воды? Без еды можно прожить, а вот пить ты захочешь, так без питья не можешь. Республике Коми в этом смысле повезло. По количеству рек и их многоводности мы занимаем одно из первых мест в стране. В Коми протекает около 3500 рек длиной более 10 километров. Их общая протяженность, слушайтесь, 84 тысячи километров. Наша республика Коми – это, в общем-то, уникальный регион в смысле гидрографии. Представляете, что реки наши, которые у нас есть, это бассейны Каспийского моря, Карского моря, Белого моря. Значит, в общем-то, есть бассейн реки Волги, значит, есть бассейн Северной Двины, есть бассейн Карского моря даже. Значит, наши, вот основные реки, которые есть, это Вычегда, конечно, это прежде всего Печоры, Вычегда, Сысово. Еще в Коми насчитывается около 70 тысяч озер. Их общая площадь 4000 квадратных километров. Куда больше у нас в республике болот. Они занимают уже 3 миллиона гектаров. А это почти 8% от всей территории республики. Несмотря на свою пугающую силу, а потому обрастающие злыми легендами, болота играют важную роль в гидросистеме, ведь они выступают регуляторами естественного стока. Республика Коми имеет внушительные запасы водных ресурсов. При этом в хозяйственной деятельности используется чуть больше 1% от общего объема речного стока. Больше всего запасов уходит на производство и распределение электроэнергии, газа и самой воды. На втором месте по потреблению обрабатывающие предприятия и компании. На третьем – добыча полезных ископаемых. Незначительные объемы идут на предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг.
Не так уж много воды потребляют сельское и лесное хозяйство. Цифры потребления вроде небольшие, а запасов много. О чем переживать, подумает обыватель. Лей, как говорится, сколько хочешь. Впрочем, у всех на слуху сегодня происходящие глобальные процессы на планете, и в гидросфере в том числе. Поэтому во всех странах сегодня актуален главный вопрос – как рационально использовать водные ресурсы. Именно поэтому сегодня состояние и количество воды на Земле под пристальным контролем. С одной стороны, постоянно возрастающие запросы современного Homo sapiens, с другой – ежедневно растущие объемы загрязнения водных объектов. Загрязняющих веществ сегодня много, и в воду они попадают разными путями, но всегда при участии человека. Будь то чрезвычайная ситуация на производствах или бытовые отходы, которые после пикников остаются на берегах рек и озер. Я очень часто бываю, конечно, на водоемах республики, да не только на водоемах республики, но, вы знаете, было интересно, мы были в этом году, значит, в Астрахани, ездили с друзьями на рыбалку, мы приехали, конечно, берега были очень, значит, в нехорошем виде и состоянии. Перед отъездом мы несколько мешков, значит, больших собрали мусора, значит, и вывезли с собой до ближайшей деревни. Поэтому уже не говоря о том, что в республике Коми мы обязательно, значит, все, что остается, все, что встретилось нам на берегу, значит, мы обязательно занимаемся вот этой уборкой. Ну и сама речная лента, значит, которую мы инициаторы уже давно, каждый год, мы несколько раз выезжаем, не только собирая, значит, предприятия города и так далее, но и просто, значит, вот в прошлом году взяли автобус, все работники министерства выехали на берег реки Вычегды, в район, значит, Ситкеркиша, где занимались уборкой, набрали целый большой КАМАЗ грузовой, значит, мусора собрали. Поэтому ведь главный вопрос, значит, мы все должны думать о наших реках, потому что это водные артерии, как кровеносные артерии, значит, страны, мы все должны их беречь. Экологическое состояние всех водных объектов сегодня под контролем государства. Свой производственный контроль налажен и на самих компаниях и предприятиях. Непосредственную работу в области контроля за состоянием окружающей среды ведет СЛАТИ – Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Коми. Управление Росприроднадзора является органом исполнительной власти в области проведения государственного экологического контроля. И в данном случае СЛАТИ оказывает аналитическую поддержку Росприроднадзору, то есть проводит аналитические работы. Центр лабораторного анализа имеет ряд, в своей структуре имеет ряд подразделений, которые располагаются в Нарьян-Маре, в Воркуте, Ухте и Сыктывкаре. Основным видом деятельности лаборатории является проведение исследований, измерений, анализов различных компонентов окружающей среды, в том числе и проведение количественного химического анализа природных и сточных вод. В том числе специалисты Центра лабораторного анализа проводят идентификацию, то есть распознают, устанавливают источники негативного воздействия на водные объекты, то есть источники загрязнения. Ограничение сбросов в водоемы, внедрение новых технологий очистки и утилизации отходов. Требования времени и российских законов сегодня такие, что крупные производства серьезно взялись за модернизацию. На очистные сооружения компании «Монди» Сыктывкарского ЛПК, например, поступает вода не только с самого комбината, но и из других крупных производств по соседству. Плюс здесь очищают стоки со всего Сыктывкара, включая Эжву и даже Сыктывдинского района. 95% в мире сточных вод чистится именно с применением вот этого так называемого биологического процесса. Основное преимущество, которое является, что это живая вода, которая органично ходит назад в природу, в реки, водоемы, в озера, в прочие. Ну и во-вторых, что здесь нет, как бы сказать, сложных химических отходов, как, например, от физико-химических процессов очистки, тяжелых металлов, нет последствий других для природы. Чтобы сохранить, пожалуй, главный природный ресурс, сегодня в России идут и на радикальные меры. Например, полный перевод сточных вод в замкнутый цикл водопотребления, закрытие или перепрофилирование загрязняющих производств.
Распоряжением правительства России сегодня утверждена водная стратегия страны и разработан четкий план мероприятий. Свою политику в сфере водопользования республика строит в рамках именно этой стратегии, конечно же, учитывая местные природные и социально-экономические факторы. Так, например, в прошлом году в Коми стартовала масштабная программа «Чистая вода». Уже в этом году работа кипит на 30 объектах. Где-то тянут новые водоводы, где-то бурят артезианские скважины, строят водозаборы или очистные сооружения. Еще внедряют автоматизированные системы управления, реконструируют и модернизируют устаревшие объекты. Программа «Чистая вода» у нас разработана была в прошлом году, утверждена постановлением главы администрации, действует с 11 по 17 годы. Объем финансирования по данной программе составляет в 2012 году 180 миллионов рублей. Общий объем финансирования по годам до 2017 года 730 миллионов рублей. Модернизация канализационных сетей, систем водоснабжения – это, конечно, коммунальные вопросы. Но задача масштабных реконструкций куда шире. В дома жителей Коми должна поступать чистая вода, которая после использования без ущерба для экологии будет сбрасываться на ландшафт. Например, будет в Куратово построена станция водоочистки, очистки и обезжелезывания. Строятся в этом году объекты в Пажге, строятся объекты в Сыктывкаре, это Максаковке и в Красном Затоне. Есть объекты в Ухте, в Печоре, Усинске, в Уктыле. То есть практически все города и районы у нас попадают под эту программу. Пока во многих городах и райцентрах чистая вода из-под крана – это только мечта. Сегодня с этой проблемой не знакомы разве что жители небольших сел и деревень. И то только в тех, где достаточно запасов подземной воды, которая отвечает санитарным требованиям. По количеству родников, которые бьют из-под земли, село Иб, пожалуй, самое богатое село. Причем, как утверждают местные жители, вода из разных ключей лечит от разных недугов. Например, вот эта вода из так называемого глазного родника. То есть она помогает бороться с болезнями зрения. За чистейшей водой в Иб специально едут горожане и жители ближайших сел. Зинаида Дюмина рассказывает, все местные источники и колодцы освящены, плюс народные поверья о чудодейственных силах ибской воды. Поэтому приезжих людей жительница старинного и святого села понимает и жалеет, и добавляет: мы, оказывается, самые счастливые люди. Со всех сторон едут и очередь стоят, чтобы воды-то набрать. Машины за машиной. Особенно такие праздничные дни, да вот это самое. Ну и в воскресенье у нас очень много народу, кто всегда в церковь-то приходят, так это бегут очень много. А вот в городах и крупных населенных пунктах делать воду чистой задача не из легких. Какой сложный путь преодолевает вода из скважины или из речки, точно знают разве что специалисты водоканалов. Причем этот производственный продукт должен соответствовать нормативам. Именно поэтому весь технологический процесс от водозабора до крана в квартирах под строгим контролем лабораторий. Контроль происходит регулярно, через каждые 3 часа круглосуточно. По показателям мутности, цветности, остаточного реагента, остаточного хлора и других показателей. Кроме этого, контроль происходит и в распределительной сети города. Когда-то Антуан Сент-Экзюпери сказал, что земля нам досталась не в наследство от предков, мы взяли ее взаймы у наших потомков. Нельзя бесконечно жить в кредит. Сегодня этот водный кредит нам предоставила природа, и мы его часто без счета тратим, наивно забывая про проценты. Вдумайтесь в цифры. Наполняя доверху ванную, мы тратим 200 литров, а вот принимая душ в 2 раза меньше. Каждый раз, когда мы чистим зубы, расходуем 10 литров воды, а если забудем выключить кран, за 1 час просто так выльется сразу 1000 литров. Если неразумно использовать чистую подготовленную воду, ее себестоимость будет неуклонно расти. Соответственно, будут расти и тарифы.
С другой стороны, если экономить воду, используя ее рационально, мы будем уменьшать объемы забора воды и только так сможем сохранить водный баланс природы. Когда-то в старину коми специально строили свои дома поближе к рекам, ведь по воду приходилось ходить вот так, с ведерком. Конечно, скажете вы, не было никакой нефти или пластика, но ведь и отношение было совершенно другое. Кому, например, в голову приходило устраивать свалки на берегу? Друзья мои, если каждый из нас задумается о своем вкладе в охрану окружающей среды сегодня, наши дети скажут нам за это большое спасибо завтра. Меня зовут Ольга Турева, и мы продолжаем свое путешествие по Коми.